здесь встретился совершенно другой тип воина – ингуши. Это уже настоящие бойцы, привыкшие к оружию с детских лет, а не те трусливые и подчас малообученные, неорганизованные и распущенные красноармейцы, с которыми казаками приходилось иметь дело до сих пор. Прекрасно вооруженные, обильно снабженные боевыми припасами, отнятыми у русских солдат во время повального бегства их с турецкого фронта, ингуши почувствовали себя господами положения. Разграбив и выселив из нескольких станиц и Старской, Слепцовской и других терских казаков, ингуши стали теперь перед фактом достойного возмездия. Кроме того, обманываемые большевистскими вождями, они имели ложное представление о надвигающейся на них опасности. Таким образом, славная дивизия генерала Шкура встретила в лице ингушей в высшей степени стойкого и упорного противника. Воинственные ингуши во время боев часто доходили до рукопашной схватки, до кинжалов, не допуская и мысли о сдаче в плен. Будучи сам человеком большой личной храбрости, генерал Шкура ценит личную храбрость и удальство бойцов своего упорного противника. После одного из жестоких боев к генералу прибыл казак и доложил, что взятый в плен ингуш по пути в штаб выхватил вдруг неожиданно у своего конвоира шашку и нанес ему несколько опасных ран в плечо и голову. Глаза генерала запылали восторгом. «Где он? Где он, этот славный джигит? Жив он или убежал?» Но когда казак доложил, что остальные два конвоира прикололи горячего горца, генерал, видимо, огорчился и сказал: «Жаль, а я бы простил его. Я бы ему сказал: иди, джигит, на все 4 стороны, потому что ты не подставлял свою шею, как баран, а поступил как настоящий воин.